Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть сегодня на своем уроке. И сегодня, ребята, мы с вами продолжим изучение раздела кислород, содержащие органические соединения. И ребята, у меня к вам будут несколько вопросов. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что такое кислород, содержащие органические соединения? Ребята, что такое кислород, содержащие органические соединения? Лида. Кислород. Само слово кислород содержащие, значит, что содержит в своем составе? Арина? Кислород. Кислород, содержащие органические соединения, это вещества, содержащие кислород. А что такое функциональная группа? Функциональная группа – это структурные фрагменты органических Функциональные группы – структурные фрагменты органических молекул, определяющие ее химические свойства. Совершенно верно. Это группа атомов, определяющая химические свойства данного класса органического соединения. Какую функциональную группу имеет спирты? OH. OH, совершенно верно, умничка. Какую функциональную группу имеют альдегиды? COH. Какую группу? COH. COH. Верно. А что такое карбонильная группа атомов? Так, карбонильная группа. Даяна. Арина. Карбонильная группа. СО. Карбонильная группа атомов. Все понятно? Угу. Да. Я вообще ничего не слышу. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем рассматривать кислород, содержащие органические соединения. Само название раздела говорит о том, что в состав данных соединений, помимо атомов углерода и водорода, входят атомы кислорода.
Тема нашего сегодняшнего урока – карбоновые кислоты. Так, ребята, всем видна демонстрация? Ответьте на вопрос, всем видна демонстрация? Да. Все, слушаем внимательно. Да. Дать понятие о карбоновых кислотах и их классификации, рассмотреть строение, номенклатуру и изомерию, нахождение в природе, физические и химические свойства, способы получения и области применения карбоновых кислот. Ожидаемые результаты. Знать определение карбоновых кислот, строение молекул, изомеры, гомологи, названия кислот по систематической номенклатуре, свойства карбоновых кислот, способы получения и области применения. Уметь записывать молекулярные, структурные, электронные формулы карбоновых кислот, показывать смещение электронной плотности и распределение зарядов в молекуле, доказывать химические свойства, записывать уравнения реакций. В этой таблице, ребята, указаны критерии оценивания и дескриптор. Максимальный балл, который вы можете набрать по этой теме, 25 баллов. Первый вопрос, который мы с вами рассмотрим, это понятие о карбоновых кислотах. Ребята, вы видите структурные формулы и шаростержневые модели 3 молекул. Как вы думаете, что общего в этих молекулах? Я думаю, что вы правильно, ребята, ответили на этот вопрос. Действительно, во всех этих молекулах присутствует группа атомов COOH, которая называется карбоксильной группой. Она состоит из карбонильной группы CH и гидроксильной группы OH. Карбоксильная группа – это функциональная группа карбоновых кислот. А что такое функциональная группа? Напомню, ребята, это группа, обуславливающая химические свойства данного класса органических соединений. И исходя из этого, какое определение вы могли бы дать карбоновым кислотам? Действительно, производные углеводородов, в молекулах которых содержится одна или несколько карбоксильных групп COOH, называются карбоновыми кислотами. Общая формула карбоновых кислот RCOOH, где R – это углеводородный радикал, или CnH2n плюс 1 COOH. Подставляя в эту формулу целые числа вместо n, вы получаете гомологический ряд. Напомню, ребята, вещества, имеющие одинаковую общую формулу, сходные по химическим свойствам, но отличающиеся друг от друга по составу молекул на одну или несколько групп атомов CH2, называются гомологами. Первый представитель этого ряда имеет формулу HCOOH. По систематической номенклатуре ее называют метановая кислота, тривиальное название – муравьиная. Второй представитель CH3COOH по систематической номенклатуре называется этановая, тривиальное название – уксусная кислота. Рассмотрим классификацию карбоновых кислот. В зависимости от числа карбоксильных групп карбоновые кислоты могут быть одноосновные, двухосновные, многоосновные. Здесь вы видите структурные формулы каждого представителя. В зависимости от природы радикала карбоновые кислоты могут быть предельные, непредельные, ароматические. Атом водорода в гидроксильной группе карбоновых кислот гораздо более подвижен, чем в молекулах спиртов, поэтому растворимые в воде карбоновые кислоты отщепляют ионы водорода и окрашивают лаком в красный цвет. Отличие свойств спиртов от свойств карбоновых кислот объясняется тем, что, во-первых, гидроксильная группа связана с углеводородным радикалом, во-вторых, с карбонильной группой. Ослабление связи между кислородом и водородом в гидроксильной группе объясняется разностью электроотрицательности атомов углерода, кислорода и водорода.
Атом углерода карбонильной группы приобретает некоторый положительный заряд. Электронная плотность двигается от него в сторону атома кислорода карбонильной группы. В результате этот атом углерода притягивает к себе электронное облако от атома кислорода гидроксильной группы. Компенсируя смещенную электронную плотность, атом кислорода гидроксильной группы оттягивает к себе электронное облако соседнего атома водорода. Вследствие этого связь между атомами кислорода и водорода в гидроксильной группе становится более полярной, и атом водорода приобретает большую подвижность, то есть происходит сдвиг электронов к карбоксильной группе. Второй вопрос нашей темы – это номенклатура и изомерия. К названию соответствующих насыщенных углеводородов добавляют окончание «ова-я» и слово «кислота». Для карбоновых кислот характерны два вида структурной изомерии. Первый вид – это изомерия углеводородного скелета. Вы видите, ребята, структурную формулу бутановой кислоты, состоящую из 4 атомов углерода. Нумерация цепи идет с карбоксильной группы. Изомером бутановой кислоты является 2-метилпропановая кислота, структурную формулу которой вы видите. И межклассовая изомерия. Для вещества С4H8O2 соответствуют два вещества, принадлежащих к разным классам органических веществ. Бутановая кислота, формулу которого вы видите, это карбоновая кислота. И второе вещество – метиловый эфир пропионовой кислоты. Это представитель сложных эфиров. То есть карбоновые кислоты изомерны со сложными эфирами. По картинкам, ребята, вы можете догадаться о нахождении карбоновых кислот в природе. Муравьиная кислота содержится в муравьях, в крапиве, хвое, еле. Масляная бутановая кислота в листьях лавра, кокосовом масле. В козьем молоке существуют кислоты с 6, 8 и 10 углеродными атомами. В яблоке – яблочная кислота, в лимонах – лимонная кислота. Карбоновые кислоты можно получить окислением алканов, спиртов, альдегидов. Окисление, ребята, вы знаете, это взаимодействие с кислородом. Первое уравнение реакции – это окисление метана с образованием метановой кислоты и воды. Второе уравнение – это общее уравнение окисления спиртов с образованием карбоновой кислоты и воды. И третье уравнение тоже общее – окисление альдегидов с образованием только карбоновой кислоты. Еще существуют специфические методы получения. При взаимодействии метанола с оксидом углерода двухвалентное образуется уксусная кислота. Еще уксусную кислоту можно получить из продуктов пиролиза древесины. При взаимодействии ацетата натрия с серной кислотой образуется муравьиная кислота и соль гидросульфат натрия. Какими же физическими свойствами обладают карбоновые кислоты? Начиная с С1 до С10 – это жидкости, с С10 и выше – уже твердые вещества. Описывая свойства уксусной кислоты, вы сможете сказать, что эта жидкость имеет резкий запах и смешивается с водой в любых соотношениях. Такими же свойствами обладают метановая и пропановая кислоты. Высшие карбоновые кислоты без запаха, нерастворимые в воде. Температура кипения и плавления, ребята, повышается с увеличением относительной молекулярной массы. Эта закономерность наблюдается во всех классах органических соединений. И в карбоновых кислотах, ребята, есть водородные связи. Рассмотрим химические свойства кислот. Растворимые кислоты диссоциируют на катионы водорода и анионы кислотного остатка. Ионы водорода придают растворимым кислотам кислый вкус, а также общие с неорганическими кислотами химические свойства.
Карбоновые кислоты – слабые электролиты и слабые кислоты. Самая сильная из них, муравьиная, относится к кислотам средней силы. С увеличением числа атомов углерода в молекуле сила кислот уменьшается. Кислоты, ребята, также могут взаимодействовать с активными металлами, с выделением водорода. Вы видите уравнение реакции взаимодействия уксусной кислоты с магнием, с образованием ацетата магния и выделением водорода. Здесь, ребята, указаны ссылки на лабораторные опыты действия уксусной кислоты на индикаторы и взаимодействие уксусной кислоты с металлами. Посмотрите эти лабораторные опыты в YouTube. Карбоновые кислоты могут взаимодействовать с основными оксидами, с образованием соли и воды. Здесь вы видите, ребята, уравнение реакции взаимодействия уксусной кислоты с оксидом меди двухвалентное, с образованием соли, ацетата меди и образованием воды. Также карбоновые кислоты могут взаимодействовать с основаниями, в результате чего тоже образуется соль и вода. Эта реакция, как вы знаете, нейтрализации. Реакция с солями более слабых кислот идет с выделением углекислого газа. Здесь я привела пример гашения соды. Это взаимодействие уксусной кислоты с гидрокарбонатом натрия. В чем же заключается необходимость подобных действий? Под воздействием температуры от 60 градусов или кислоты начинает происходить химическая реакция, способствующая образованию множества пузырьков углекислого газа. Именно за счет их появления тесто становится более воздушным и пористым. Эта реакция необходима при выпечке. При взаимодействии карбоновых кислот со спиртами образуются сложные эфиры. Вы видите уравнение реакции между уксусной кислотой и этанолом с образованием этилового эфира уксусной кислоты, представителя сложных эфиров. Эта реакция называется реакцией этерификации. Более подробно мы ее рассмотрим, ребята, в теме «Сложные эфиры». Ссылки на лабораторные опыты взаимодействия уксусной кислоты с оксидом меди двухвалентной, с гидроксидом натрия, гашение питьевой соды, получение сложных эфиров. Одно из химических свойств карбоновых кислот – это карбоксилирование. Реакция протекает в присутствии водоотнимающих средств и приводит к образованию ангидридов. Карбоновые кислоты обладают и некоторыми специфическими свойствами, обусловленные наличием в их молекуле радикалов. Так, например, уксусная кислота реагирует с хлором, с образованием монохлоруксусной кислоты. При полном окислении, то есть горении, карбоновые кислоты выделяют углекислый газ, образуют воду. Эта реакция, вы знаете, экзотермическая. И последний вопрос, который мы с вами рассмотрим, ребята, это области применения карбоновых кислот. Они имеют большое практическое значение. Их используют для получения лекарств, солей, ацетатного шелка, для консервирования и приправок к пище, фруктовых эссенций, растворителей для лаков, средства для борьбы с насекомыми и болезнями растений, стимуляторов роста растений, красителей для тканей и для получения кинопленки. Подведем итоги нашего урока. Итак, ребята, мы расширили знания о кислород-содержащих органических соединениях на примере карбоновых кислот, рассмотрели понятия, строение, номенклатуру, изомерию карбоновых кислот, а также нахождение их в природе, физические и химические свойства, способы получения и области применения карбоновых кислот. Домашнее задание. Первое. Написать конспект урока. Второе. Параграф 3.8-3.11, страница 192, учебник 11 класса. Ответить устно на вопросы. И третье. Это решить задачи. Ребята, еще я хотела бы, чтобы вы продолжили предложение. Самым интересным на уроке было свое мнение. Сегодня я узнал, что вызвало затруднение. Исходя из этого, мы с вами еще рассмотрим, над чем еще надо поработать, чтобы не было пробелов в знаниях.
Ребята, спасибо вам всем за урок. До свидания. Так, ребята, Да, слышу. Да, слышим. вопросы у вас есть ко мне? Да нет. Нет, Нет. нет вопросов. Я в повседневной жизни. Нет. Нет. Непосредственно это связано с вашей профессией, да? Специальностью, вернее, повар. Вот Платонус, ребята, я вышлю вам подробную лекцию и презентацию карбоновой кислоты. И в лекционном материале вы посмотрите четкое домашнее задание. То есть на какие вопросы нужно будет ответить, какие задачи нужно будет решить. И там будут, я покажу вам ссылки, видеоролики. Хорошо? Да, хорошо. Ответы на вопросы и решение задач вы отправите мне обратно в Платон. Все понято? Вопросы Да. не ответили из-за технических Да. смартфона, да? Угу. Да. Выслать все задания в Платон. Вопросы, ребят, есть? Нету. Нету. Спасибо. Нет. Была рада с вами увидеться.